Спонсор нашей кулинарной программы – компания «Экомилк», которая производит вкусные и молочные продукты. «Экомилк». Здравствуйте, уважаемые друзья! В этот прекрасный, замечательный день с вами буду я, Тамила Ижаева. Хочу обрадовать тем, что съемки сегодняшней программы «На кухне» будут проходить в Итумкалинском районе, высоко в горах. И героем сегодняшней нашей программы будет телеведущий телеканала «Россия», ведущий программы «Ясь против еды» Виктор Николаевич Гончаренко. Виктор Николаевич Гончаренко, 1957 года рождения. Известен под псевдонимом Язь. Охотник и рыболов, популярный интернет-персонаж, телеведущий канала «Россия-2». Виктор Гончаренко стал известен в интернете после эмоционального видеоролика с рыбалки на местном озере, где он поймал рыбу своей мечты. Вот она рыба моей мечты, вот она! Язь! Ребята, язь здоровенный язь! В марте 2012 года на телеканале «Россия-2» вышло студийное шоу «Язь. Перезагрузка», где верховашский рыбак состязался с кулинарным искусством с лучшими столичными поварами. В следующем проекте «Язь против еды» Виктор Гончаренко отправился в путешествие по 12 регионам России, чтобы приготовить и попробовать самую гигантскую, самую необычную и экзотическую еду. За время съемок программы он поставил целый ряд кулинарных рекордов. В данный момент идут съемки второго сезона программы «Язь против еды», в котором Язь посетит страны СНГ и мира. Итак, впервые в Чеченской Республике Виктор Николаевич будет готовить вкусную еду. Ну а что это будет, мы узнаем совсем скоро. И это будет очень интересно, так что не переключайтесь. Ну а мы, в свою очередь, выпьем водицы и отправимся дальше в путь. Энергия горного родника взбодрила нас, и мы отправились дальше, по крутым берегам реки Аргун, которая ближе к горным вершинам становилась все прозрачнее и чище. Ехали мы по ущелью прямо мимо ушкалойских башен-близнецов, которые величаво сторожили узкий горный проход в ущелье к селению Итумкали. Именно близ этого села нас ждет герой нашей программы, который приехал в Чеченскую Республику со своей съемочной группой для того, чтобы снять программу кулинарную «Язь против еды». Программа эта достаточно интересная, динамичная, но и самое главное, Виктор Николаевич вместе с поваром готовят, просто огромные и вкусные блюда. Вот какое аппетитное блюдо приготовили они. Ну а мы, что же мы сегодня будем готовить? А будет это рыба, но не язь, а форель. Королевская вкусная рыба, которая водится только в чистых родниковых реках. Но сперва форель нужно выловить из реки. Так что рыбалка в Итумкалинских горах нам сегодня обеспечена. Солнце уже высоко, а значит, наступило время обеда, и нам стоило бы поторопиться. Так, мы приехали. А где же наша съемочная группа? Дедик, дальше. Съемочная группа меча. А вы? Пойдем тогда их искать. Это наш рыбак, тоже житель селения Кокадой, Дадаев Рамзан. Сегодня он будет вместе с нами на нашей рыбалке. Ну что ж, посмотрим, найдем наших журналистов. Солнечная погода сопровождает нас, ну а позади находятся пруды, где разводят рыбу форель. Это очень вкусная и полезная рыба. Так что сегодня мы будем ее, надеюсь, кушать, но прежде нам надо ее, конечно же, поймать с помощью вот этих удочек. Особенности этой рыбалки на форель какая?
В речке форель ловить должен быть погода такой солнечная, погода сегодня погода хорошая, очень даже. Рыбу ловить, что по этой речке должен быть немножко темная вода, мутная вода, да. А если он слишком светлый, чистый, сейчас камни видно внутри, водоем или какой-нибудь завод должен быть. В этом заводе можешь поймать 2-3 штуки. И дальше также таким же образом. А вот погода, когда мутная, солнечная, когда туманная погода, это погода плохо ловится. Сегодня погода, чтобы для того, чтобы поймать хороший рыболов, должен быть. По ущелью, если поднимешься дальше. А форель на месте не стоит, а всегда он в речке против течения всегда вверх поднимается. Поэтому... То есть мы будем ловить рыбу вдоль реки, значит, мы пойдем вдоль реки и против течения, да? Да, против течения вдоль реки надо ловить рыбу. А сама эта рыба, она идет против течения или по течению? Всегда против течения идет. Рыба, когда дождей много, дожди бывает, иногда уносит рыбу вниз. Ну что ж, мне не терпится побыстрее взять удочку и скорее спуститься к реке и все-таки почувствовать себя настоящим рыболовом. Так что отправимся быстрее. Давай. Идя вдоль бурной реки Хачрой-Эхк, мы становились все ближе и ближе к нашей цели, а именно поймать и приготовить вместе с ведущим телеканала «Россия-2» кулинарной программы «Ясь против еды» Виктором Николаевичем вкусную форель. Вот, наконец-таки мы нашли нашу съемочную группу программы «Ясь против еды». Что ж, сейчас подойдем и посмотрим, что у них. Интересно, они поймали рыбу или нет? Бодрый Виктор Николаевич очень обрадовался нашему появлению. Ясь против еды. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Не скажу, чтобы очень хорошо, но и очень неплохо. Да? Вот хлебушка кусочек нашел. Так. Перекусил. Не позавтракали, значит, да? Ну как, перехватили чуть-чуть. Ага. Но самое главное, видите листочки? До полчаса распускаются. Да? Значит, скоро весна. Ну что же, вы здесь немножечко походили, посмотрели, наверное, да? Ну да. Вот эти живописные места. Что вам понравилось? Нравится, прежде всего, очень чистый воздух горный. Это сказочная красоты вершина. Снегу вся. Ну, впервые я вообще в Чечне, поэтому все нравится. Красивая речка, достаточно чистая. Красивая рыбка. Так рыбку вы поймали или нет? Ну, сейчас поймаем. Ага. А готовить будете вы сегодня? А готовить мы будем, хотели готовить уху, а будем готовить жареную рыбу. Все будет нормально. Да, я надеюсь, что все у нас получится. И сегодня, значит, наш ведущий программы «Ясь против еды» приготовит вкусную рыбу, жареную, да? Да, на углях. Специально для программы «На кухне У» мы будем готовить форель. Прямо здесь, в Чеченских горах. Мы берем удочку и будем, соответственно, ловить в первую очередь рыбу. Мы торопиться не будем. Сначала вологодский парень верховарский вам покажет, как я утоляю жажду в горах. Так. Я надеюсь, что местные речки очень чистые, экологические. Поэтому мы воду будем пить прямо из реки. Вот вам. А почему вы так воду попили? А как еще пьют? Из руки? Я же бывший разведчик. Да. Надо все делать быстро. Да. Надо быть GoPro, как говорят французы. Поэтому пьется именно так, очень вкусно так. Можно пить сколько хочешь и не мочить руки. Здесь нравится то, что можно рыбку поймать практически в очень неожиданном месте.
Например, если резко уровень воды вот этой речки упадет, то вот в таких лагунках запросто можно увидеть форелек, которые не успели убежать. И мы с вами это обязательно увидим. Да, увидим, найдем, наверное, такую Да. лагунку. А сейчас для программы «На кухне У» программа «Ясь против еды» покажет небольшой мастер-класс, как правильно держать спиннинг. Показываю. Вот между этими пальчиками вот эта шейка просовывается. И обязательно вот здесь правильно оснащена эта удочка. Правильно держать, потому что катушку такую нужно крутить левой рукой обязательно. Для человека, который правша. Если левша, тогда уже наоборот. Представляется и так крутится. Казалось бы, это неправильно и неловко. Это на самом деле очень ловко и очень правильно. И человек начинает понимать, как только первая рыбка у него клюнет, он начинает вытаскивать, он забывает, что ему якобы было когда-то неловко этой рукой крутить, все-таки левая не рабочая рука большинства. Вот правильно. Поднимается вот эта вот игрушка. И делается заброс легким движением руки, все. Забросил, скобу закрыл, она уже готова к ловле. Видите? А вот по-вашему, как форель правильно ловить? То есть какие-то должны быть заводки, да? А по-моему и вообще по-рыбацки правильно форель ловить нужно так. Форель очень осторожная и пугливая рыба. Как, впрочем, всякая хищная рыба. Вот тот же хариус, которого я ловлю дома у себя. Та же форель. Поэтому прежде всего нужна маскировка. Не нужно так вот подходить и анахоретом таким стоять и орать там. Я сейчас рыбу наловлю. Нет, нужно маскироваться. Укромное местечко. И вот нашел такой вот бойничек небольшой, смотрите, например, вот здесь очень удачное место. Видите, вот небольшая заводочка. Насаживаем червячка и так туда, опа, и все. И форель, между прочим, можно поймать не дать, а на червя. Форель это за хищник. Маленький твистерочек. Твистер это такая резиновая рыбка. Кусочек резинки с хвостиком. Вот этот твистер. Или же биврохвостик, или же маленькая блесенка. Да буквально вот из подручных средств можно сделать Кукурузу, хлебушек. это когда есть. А когда нет, берешь ножницы, отстригаешь клок волос, приматываешь прямо леской, распушаешь и ловишь. Так она реагирует, то есть как... А еще самый лучший способ. Ваш шикарный воротник использовать. Маленький кусочек, несколько шерстиночек. Здесь очень холодно, я еле-еле... Несколько шерстинок примотать, и вот такая рыбка будет клевать. Ну, мы ловить пока не будем, знаете почему? А потому что нужно сначала найти приманку. Ведь это все теория, а приманку надо найти под камнями. Вот смотрите, здесь сыро. И сейчас мы будем искать дождевых червей. Вот смотрите. Поднимаем. И от чудо. Нет червей. Поднимаем мы второй песок. И начинается третья часть орлезонского балета. Вот видите, какая-то куколка тут. Лисичка. Что это такое? Это просто. Это каша такая есть, просто. На кухне У рекламирует кашу. Просто У. Ну да. А весленники дорог, потому что рыбы нет. Ну что же это такое-то, а? Да. Здесь мы всю землю эту перероем. В принципе, так мы и сделали. Перерыли весь берег в поиске наживки. Вот то, что нам нужно, ребята! Настоящие черви! Хотите, я его съем? Хотите, я его могу съесть? Но нужно рыбе нужно. Я бы съел. Какая прелесть! Это ваша заливная рыба. Вы посмотрите, вот он, настоящий червяк. С советских времен еще сохранился. Бедолага. Колбасит его под южным ветром и солнцем. О, красавчик. Ну, знаете, есть еще маленький секрет. Какой? Червяка нужно перед рыбалкой дня 3-4 выдержать в почве. Накопать их, в емкость положить и выдержать, чтобы он там очистился всего лишнего и был энергичный и такой упругий. Вот такой вялый червь, это он используется в крайнем случае. А такой упругий червь используется. Сегодня это будет то, что нужно нам, потому что от добра не ищут. И вот червячок уже настолько привлекателен, что я готов его сам съесть. Но надо рыбе. Форелька уже голодная здесь. Зиму зимовала, как говорил мой друг. Все, идем ловить. Все, идем ловить рыбу. Скорее. А вот и тот самый знаменитый
этот самый, как его? Вот смотрите, я насаживаю. Так, покажи. Насаживается. Вот так вот. Вот таким образом. Ловить рыбка большая и маленькая. Лучше большая, чем маленькая. И бросаем мощным взглядом ее в набежавшую волну. Попался червяк всего-навсего. Рыбка ушла на дальний кордон. Но была поклевка, шикарная поклевка. Вы слышите? Вы слышите, какие звуки издает речка? Она говорит: уходи отсюда, здесь рыбы нет. Надо идти дальше. Мы переходим в другое место. Спонсор нашей кулинарной программы на кухне У – компания «Экомилк». Эта компания производит вкусные молочные продукты, так что советую вам употреблять их. Экомилк. В один миг горную реку Хачрой-Эхк оккупировали 2 съемочные группы и 3 рыболова. Рамзан Дадаев, житель селения Кокодой, профессиональный рыбак. Виктор Николаевич, телеведущий программы «Язь против еды». И глава администрации Тумкалинского района Хамзат Тимирбулатов. Хамзат, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, вам нравится рыбачить и как часто вы вот так вот с удочкой бываете у реки? Да, Тамила, при каждом удобном случае, я с детства, я местный житель, и поэтому мы с детства увлекаемся ловлей форели в наших речках. Она очень увлекательна, и она наиболее плодотворна именно весной, вот где-то до июня месяца. И я сегодня тоже решил выбрать, раз появился такой случай, присоединиться к нашим гостям и помочь им подсказать, как ловится форель. И, ну, действительно выдался удачный день, есть улов. Он, конечно, не в таких мерках, как морская или, там, скажем, на других больших реках, но для горных речушек, а именно сюда, вот это приток Аргуна, Хачрой-Эхк, вот она. И сюда, а форель, она всегда идет против течения, она заходит. И здесь ее мы и поджидаем обычно. Вот в таких речушках ее легче поймать, чем в Аргуне. У нас, видимо, свое кавказское предпочтение шашлыку. Вот сказывается это и в рыбалке. И мы обычно наживляем тут же на прутье ее и на огне поджариваем. Сразу же употребляем. Ну, я знаю, что форель готовится очень вкусно. Да. Да, есть такое свойство, поэтому она вкусная и полезная. Ну что же, мы не будем вам мешать, вы продолжайте здесь рыбачить, мы пойдем дальше. Спасибо, Тамила. Приятного улова вам. Ну а пока мы рыбачили, за нами, словно разведчики через объективы камер, наблюдали создатели красивой картинки – видеооператоры. Я все-таки постараюсь поймать тоже рыбу и думаю, что у меня это получится. Ну а начало свое берет вот эта замечательная река высоко в горах, вот на этих ведучинских вершинах. И в этой воде водится, еще раз повторяю, самая вкусная форель. Как у тебя
тебя дела? Привет, Надь. Привет. Ай, Надь. Выбралась на рыбалку? Да, выбралась я на рыбалку, и вот здесь вот стою, ловлю рыбу. Ну а с нами сейчас шеф-редактор программы «Язь против еды». Вы молодцы, что выбрались, потому что это очень красивая картинка все-таки. Надюш, расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях, когда ты попала вот, в Итумкалинский район, где вот такая вот красивая природа. Вот что произошло с тобой? Действительно, здесь очень красиво. Мы много где были, во многих горах. Но Чеченский город действительно удивительно красивый, потому что это сочетание ущелий с маленькими речками и такие снежные вершины. И нам повезло, что сегодня хорошая погода. Замечательно. Сегодня солнце, немножко холодно, но это такая прям горная погода, как раз чтобы прочувствовать всю красоту, прочувствовать свежий воздух, солнышко. Здесь очень красиво, Да, правда. Желаю тебе удачи. Да, спасибо большое. Давай, удачи. Продолжаем ловить рыбу. Ну а там вдали уже зажгли костер, и некоторые из наших сотрудников, наших помощников, ассистентов греются у костра, потому что здесь действительно очень холодно, поэтому ущелью такой сильный ветер весенний. Но это нисколько нам не мешает, и когда действительно бываешь в горах, ты просто-напросто радуешься всему этому и наслаждаешься действительно этой красивой природой. Я не знаю, поймали они рыбу или нет, но я смотрю, вот она, я поймала ее. Вот она, первая рыба-форель, которую я поймала в реке Хачрой-Эх. Как ее поднимать? Эта удочка такая неудобная. Все, наконец-таки у меня в руках настоящая форель, которую я собственноручно поймала. Так что смотрите, Язь против на кухню. Я первой поймала рыбку. Ну что ж, я-то ее сейчас положу в ведро, а потом мы будем ее готовить, и мы будем ее жарить. Ну, наверное, видимо, будем жарить ее на костре. Положим ее вот сюда, ведерко, где у нас, дергается бедная. Ну ничего, снимем с нее крючок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Опа. Все. Теперь дыши, дорогая. Итак, моя золотая рыбка поймана, а теперь пойдем понаблюдаем за знаменитым рыболовом Виктором Николаевичем, который уже который час пытается выловить форель из горной реки. Ну а у меня в голове лишь одна мысль. Хоть бы его выплеск эмоций был не такой громкий, как в ролике из интернета. Эх, рыбка, рыбка, не знаешь ты, что тебя ждет. А ждет тебя костер, на котором форель превратится в изумительное вкусное блюдо. Ну а для того, чтобы она хорошенько прожарилась, нужны угольки. А наш костер еще полыхает, поэтому ждем, пока он немного потухнет. Ну вот скажите мне, пожалуйста, сейчас мы здесь у костра уже поймали рыбку. Теперь я хочу узнать, какие у вас бывают ощущения после вашей рыбалки? Я вам могу сказать одно. Ощущениями это не назвать. На самом деле это дикий животный восторг. Вот как первобытные люди радовались, еще не зная слов, не зная ничего, вот так и я. Я забываю обо всем. Вот восторг и выброс адреналина такой, это приносит, ну, не то что радость, это просто блаженство. Вот когда ловится рыба, которую особенно мечтаешь поймать, особенно такой достойный экземпляр, там просто не с чем сравнивать. Но, опять-таки, рыбалка для меня не самоцель. Дело в том, что по роду службы приходилось очень много связанным быть с негативными явлениями. Вот. А по какой службе? Я служил 27 с лишним лет в милиции, вот, милиционером, поэтому много негативного через меня проходило. Рыбалка дает очищение вот, нервной системы, когда находишься на речке. Наверное, и души все-таки.
безусловно. На речке, наедине с природой, наедине с речкой, с водой. Вода вообще, она завораживает. Костер, вода – это вот те стихии, которые человека очищают. И поэтому все негативное, то, что проходило и накопилось, оно все уходит. И это, я считаю, я в этом абсолютно уверен, что это помогло мне по жизни просто выжить. Вот это общение с природой я очень люблю. Для меня не главное вот на охоте, допустим, там на рыбалке, не главное там настрелять кого-то, там наловить гору рыбы, а вот костер, чаек вскипятить, уху сварить, вот это да. Ну а вот этот всеми известный ролик, который мы знаем в интернете, да? Вот когда вы поймали эту рыбу и так вот громко прокричали «Язь», это действительно были такие вот ощущения, вот это восторга, или как-то это было наиграно, может быть, так сказать? А вы знаете, еще не родился тот актер, который так может сыграть. Это было естественно все. Поэтому, а так, кто снимал это, так. Скажите? А вот моя левая рука. Да вы что? Да. И на телефон это снимали или это как? была фотокамера Sony, ага. ну, маленькая такая. Так. Вот, которую мне подарили на день рождения мои близкие люди. То есть вы в один прекрасный день решили, все, надо пойти на рыбалку, поймать рыбу, немножко провести такой релаксацию, да, и да, тут да. вдруг с вами оказался вот этот фотоаппарат. А я его беру всегда с собой. Да, всегда, да? Да. И вот вы, когда поймали рыбу, вы решили, вот сейчас... Она меня только ударила по блесне, и я понял, что она взяла основательно, это же по удару видно. Я сразу же достал фотоаппарат и снимал, еще она не поймана была. Когда показывались эти вот всплески были, пока этот плавник показывался треугольный, когда я понял, что это не щука, а что язь, потому что у щуки же нет такого плавника треугольного. Это был первый мой ролик, который в YouTube, к сожалению, не вошел, хотя он был не менее эмоциональный и красив. А потом, когда я уже в лодку стащил, он же огромный был язь, достал, стал держать, и вот это вот выплеск этой энергии, выплеск вот восторга, ну, восхищение, наслаждение, радость. Я никогда не думал, что это куда-то кто-то попадет, я никуда его не выставлял. А как попал? А попал, ну, просто у меня сын организовал такую группу ВКонтакте «Охота и рыбалка» в Вологодской области. И мы просто на это озеро часто ездили. Он меня еще, будучи 7-летним пацаном, выиграл районные соревнования среди взрослых людей по зимней рыбалке. Вот именно на этом озере. Я просто послал: сынок, посмотри, вот я поймал, мы мечтали. Эту рыбу я мечтал поймать 25 лет. Да вы что? Я ждал. Так она так редко, да, ловится? Такая большая, да. Ничего себе. Вот клюет там помелче рыба, и других видов бывает покрупнее. А вот такой именно язь, он вот крайне редко. Ну, я желаю, чтобы ваша рыбалка всегда была такая, и вы ловили всегда большие и вкусную, конечно же, рыбу. Потому что сейчас, как ведущая кулинарной программы, я думаю, что для вас важно, чтобы вы готовили, и у вас в программе было только все самое вкусное, надеюсь, да? И не только самое вкусное, но еще самое большое. Тогда сейчас мы закончили рыбалку и переходим к тому, что сейчас мы пойдем и будем все это жарить, да? Готовить. Готовить. Don't nobody know my trouble was gone. И вот, наконец, наступил момент долгожданного приготовления, и все собираются возле костра. Если вам удалось поймать рыбу-форель, для того, чтобы превратить ее во вкусное блюдо, необходимо в первую очередь вынуть из нее внутренности и помыть. Сделать это можно прямо в реке. Сверху чистить ее не надо, так как чешуя форели не твердая, и при употреблении ее не чувствуешь. Затем, используя ветку от любого дерева, насаживайте рыбу вдоль хребта. Берем соль, тщательно со всех сторон солим форель. Теперь переходим к жарке.
Еще раз смотрим, чтобы угольки располагались равномерно. Ну и жарим нашу рыбу. Тепло, исходящее от угольков, равномерно распределяется по всей длине рыбы. Ну а какой же вкусный аромат исходит от этого блюда! Да, рыбка у нас готова. Будем пробовать? Будем пробовать. Итак. Примитивно, но натурально, вкусно. Вот. Без всяких там добавок и ненужных вещей. Сладенькая. Вкусненькая. Посмотрите. Как мед. Вот, значит, гора вниз, поймать, жарить на костре, есть. Прямо в дикой природе. Снятина. Даже если где-то что-то не прожарилось, здесь никакого значения не имеет. Здесь все вкусно, все съедобно. Смотрите, она тает во рту. Ясь против еды, яд в Чеченской Республике. Все, красота и вкус. Гармония с природой. Мы с Камзатом сделали две классные вещи. Поймали по обаятельные рыбешечки, их очень вкусненько дожарили и очень вкусненько их съели. Все классно. Правильно? Вот так всегда будет. Рыба уже готова, вы ее, я смотрю, уже и попробовали. Может быть, и мне присоединяйтесь, достанется. присоединяйтесь. Я тоже да, хочу конечно. попробовать, потому что вы все-таки так старались. Очень вкусно. Так. А я огонек наш подправлю, потому что я уверен, рыбка у нас будет еще, мы еще поймаем. Действительно очень вкусно. И что самое главное, я сейчас смотрела и наблюдала за тем, как вы все это готовили, и она буквально за 5 минут здесь на угольках быстренько приготовилась. Так что, если вы поедете в Итум-Калинские горы или в любые горы, где есть, конечно же, родниковая вода и водится рыба-форель, вы можете поймать ее и вот так вот быстренько приготовить, и самое главное, вкусно. Да? Ну а вам? И самое главное, в программе «На кухне У» эту рыбку съесть, вот так, как я ее ем. Да. Это программа «На кухне У». Да. Программа «На кухне У» в программе на «Ясь против еды». Так что у нас все правильно сочетается. У нас все включено. Так, Виктор, ну а ваши ощущения вкусовые расскажите, пожалуйста. Мой внешний вид говорит лучше, чем мой язык. Вы, по-моему, очень проголодались, да? Или она настолько аппетитная? Она настолько аппетитная и вкусная. Воздух, природа. И плюс ко всему, конечно, добавляет аппетит. все сделано с любовью. Обязательно. Не со злобой, которая разрушает, Натурально все, натурально. а с любовью, которая созидает. Ну что ж, спасибо вам большое всем за то, что вы все-таки позволили участвовать и на ваших съемках, вашей программы. Ну и в свою очередь хочется сказать нашим уважаемым друзьям и зрителям, что вам нужно обязательно поддерживать свои традиции и бывать в таких прекрасных, красивых местах. И самое главное, не забывайте, что на нашей кухне бывает все только самое вкусное и, конечно же, полезное. А самое главное, учитесь пить воду, как это делаю я. Но на этом наша история не заканчивается. Рыбку, которую я поймала, на удивление всей съемочной команде оказалась очень живучая, и мы решили отпустить ее на волю. Те 2
две рыбы, которые ведущий и Хамзат поймали, они пожарили, и мы их уже попробовали. Ну а свою рыбу, которую поймала я, соответственно, я, наверное, отпущу, потому что она такая красивая, и мне жалко с ней что-то сделать. Давай, мы тебя сейчас отпустим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все, пусть живет. На этом наша рыбалка закончилась. Все остались сытыми и довольными. Надеюсь, все советы, уважаемые друзья, вы используете. Но в любом случае теперь все знают, что нужно делать, чтобы не остаться голодным в горах. Спонсор нашей кулинарной программы – компания «Экомилк», которая производит вкусные и молочные продукты. Экомилк. Не голодные? Нет! Я 2 буханки хлеба купила! Так что советую вам готовить такие же блюда из... Но есть нужно не как наша замечательная ведущая, которая брезгливо держит рыбку и пытается ее ущипнуть. Надо кушать жадно. Вот смотрите, как надо кушать. Вот так вот надо ее кушать. А на кухне Алейкум ассалам. Ушко есть? Давай. Ушко есть? Да. Это большая. Это не то. Тамир, крокодил, смотрите. Смотрите, кости. Это не кость. Это неандерталец. Живой, еще шевелится, смотрите. Сейчас нет, не слышно ветер. Ну что ж, друзья, учитесь жить красиво. Да, жить красиво. Здесь вам не тут. Итак, это на кухне У. да.